У Иваны, как и у ее маленькой родины, несгибаемый характер и та же сила воли. Ивана Жиган – актриса, поэтесса, журналист. Ее называют сербской Жанной Дарк и знают по всему миру. Везде, куда бы она ни приезжала, она рассказывает о том, что на самом деле происходит в Косово. Сегодня, когда мир отмечает 5-летие агрессии НАТО на Югославию, там вновь гибнут люди, вновь боль трагедии и слезы отчаяния. Там получилась двойная оккупация, очень жестокая оккупация альбанцев над сербами, которые уничтожают церквей, 114 церквей, храмов православных, от которых самый старый был из 1315 года, разрушенные. 2000 людей убито, 250 тысяч людей стали беженцами в Сербии. И мир об этом молчит. Ну, это такой двойной принцип. Я не политик, но это так очевидно. Ивана никогда не занималась политикой и не состояла ни в одной политической партии. Зато всей собственной судьбой она сродни своей родине. Сербия – особая страна на Балканах. Никто в такой степени не выстрадал собственное государство, не заплатил столь высокую цену за его существование. На протяжении 2 последних веков сербы упорно хотели сами решать, куда им идти и что им строить. Пожалуй, такого отношения к истории, как у сербов, нет ни у одного другого народа мира. Даже названия улиц в Белграде берегут еще с 19 века. Множество улиц в центре столицы носят по 5-6 имен сразу. Могила неизвестного солдата на горе Авола близ Белграда – самое святое место для сербов. Авола – место жертв и трагедий. Мемориал построили здесь еще в 30-х годах прошлого века. Память о Первой мировой. С 41 по 44 во время уже Второй мировой войны Белград бомбили множество раз. Как немцы, так и союзники. На памятнике неизвестному солдату с тех времен сохранились выбоины от попадания снарядов. Мемориал решено сохранить в таком виде, не реставрировать следы войны. В 99-м на нем добавилось выбоин. Белград бомбили уже натовские агрессоры. На Аволе находилась телевышка, символ города. Гору бомбили до тех пор, пока вышка не рухнула. Ну, знаете, этих 10 лет, в которых мы боролись, я очень гордилась своим народом. Больше, чем бы гордилась каким-то другим народом в мире в этом моменте. Ну, как сказать, мы ждали Россию, чтобы она проснулась. 10 лет – это немало. И Россия не проснулась в это время. И люди разочаровались. А когда люди разочаровываются, становятся другими. Ровно 5 лет назад, в марте 99-го, Югославию черной тенью накрыла агрессия НАТО. Это была даже не война, а скорее избиение так называемым цивилизованным миром народа, желавшего жить по-своему. Письма, написанные из Югославии родственниками, друзьям, оказавшимся за границей к марту 99-го. Их авторам, пожалуй, лучше знать, что и как говорить об этой войне. Пожалуйста, разошлите это письмо другим людям по всему свету. Без Косово сербам не жить. Все православные сербы готовы умереть за этот край. Мой народ храбр, он не знает паники. Поймите, здесь война, а не игра, где сербы – это плохие парни из американских фильмов. Мы храбрые люди, мы европейцы. Что такое бомбы по сравнению с нашим духом и нашими сердцами? Я горд за свой народ. Если хотите и вы гордиться своим народом, постарайтесь не допустить, чтобы огромная НАТО разрушила мою несчастную страну. Объединенными усилиями страны НАТО пытались сломить не что иное, как волю народа. Сама Ивана во время бомбежек не пряталась по подвалам. В часы воздушной тревоги она выступала с концертами на мостах через Дунай и Саву, чтобы натовские летчики, видя внизу скопление людей, не посмели нанести ракетный удар по этим артериям жизни. Я говорила на мостах стихи,
стихию. Это было очень так впечатляюще. Вот слышишь самолет, и ты на мосту, знаешь, что это цель, и просто не знаешь, будут ли бросать бомбы на мост или не будут. Но я тогда очень много верила в свой народ, который имел мужество выйти на этот мост, и просто как будто в этой вере в что-то, что намного больше меня, терялся страх. Сейчас, кажется, народ стал другим, но нельзя стать другим так сразу. Это так только кажется. Я в это верю.